В современном мире есть древнейшие города, которые испокон веков были настолько развиты и влиятельны, что ради их завоевания велись войны, менявшие ход мировой истории. Эти города – свидетели эпох. Они видели рождение и упадок империй, расцвет и разрушение культур, но ни одна война или противостояние не смогли стереть их с лица земли. Такие города называют вечными. Сегодня мы познакомимся с могуществом и величием одного из самых знаковых городов мира. Добро пожаловать в Стамбул! Таинственный и контрастный, наполненный шумом и суетой. Но при этом необыкновенно красивый Стамбул – это мост между Европой и Азией, между современным Западом и традиционным Востоком. За всю свою долгую историю он успел сменить несколько имен и побывать столицей 4 империй – римской, латинской, византийской и османской. Не зря в древности его называли прекраснейший, а среди славянских народов за ним закрепилось имя Царьград. С точки зрения значимости и влияния, оказанного городом на формирование европейского мира, Стамбул можно сравнить разве что с Римом. С историей основания Стамбула связано множество легенд. Одна из них гласит, что когда сын Посейдона Визант совершал очередное жертвоприношение, внезапно появившийся орел схватил сердце жертвенного быка и унес его на мыс, уходящий в Босфор. Визант принял это как знак свыше и основал на холме у самого пролива город, названный в его честь. Таким образом, историки считают датой основания Стамбула 667 год до нашей эры. В эпоху Римской и Византийской империи город именовался Константинополем в честь римского императора Константина Великого. А свое современное название Стамбул получил в результате принятого турецкими властями решения в 1930 году. Чудеснейшим образом сохранившиеся исторические артефакты и бурное развитие высоких технологий строительства и промышленности обеспечили Стамбулу славу города контрастов. Стамбул имеет удивительное географическое расположение. Он раскинулся вдоль пролива Босфор и омывается водами сразу 2 морей – Черного и Мраморного. Европейская часть города, в свою очередь, разделена заливом Золотой Рог. Знаменитые величественные мосты Стамбула соединяют его азиатскую и европейскую части. Начнем свое путешествие по городу Константина и Мехмеда II Завоевателя с района Султан Ахмед. Здесь нас ждет величественный и удивительный собор Святой Софии, который называют на византийский манер Айя София. Строительство собора Святой Софии началось при Юстиниане I. В строительстве участвовали 10 тысяч человек. Возведение данного собора произошло в рекордные сроки, всего за 5 лет. И торжественное открытие данного собора было в 537 году. И еще 1000 лет он оставался главным символом Византии. И, собственно, одним из самых больших христианских храмов во всем мире, после чего был построен собор Святого Петра в Риме, и, собственно, он потерял звание самого большого христианского храма. В прошлом православная базилика, а впоследствии мечеть, она является молчаливым свидетелем великих завоеваний, побед и поражений. В 15 веке Константинополь был захвачен турками, после чего турецкий султан, въехав в город, был поражен красотой и большими размерами Святой Софии. И он приказал, собственно, не трогать данный собор и превратить его в мечеть, после чего Святая София была переименована в Ай-Софию, был возведен минарет, и после этого он действовал как мечеть. Древнее монументальное здание, окруженное 4 минаретами, центр притяжения для всех туристов, прибывающих в Стамбул. Построенный 1500 лет назад собор Святой Софии изумляет своей архитектурой, великолепными мозаиками и невероятной атмосферой. В убранстве мечети присутствуют как христианские фрески, так и надписи арабской вязью, сочетание, которое сложно себе представить в любой другой стране. В мире едва ли найдутся подобные исторические здания, являющиеся одновременно и христианским храмом, и мечетью. Одно из знаковых мест Святой Софии – это плачущая колонна. Необъяснимое явление. Одна из колонн храма постоянно выделяет влагу. Мрамор плачет вот уже 1500 лет, неизменно считаясь чудом как у православных, так после и у мусульман.
Когда собор Святой Софии превратился в мечеть Айя София, в медном листе у основания колонны сделали отверстие для пальца, с помощью которого можно загадать желание. В настоящее время собор Святой Софии – это музей, сохранивший свое роскошное убранство, несмотря на сложные перипетии необыкновенной судьбы. По соседству с собором расположен один из главных символов города – Голубая мечеть. Это действительно уникальное здание, имеющее величайшую архитектурную ценность. Султан Ахмед Джамиси, или мечеть Султана Ахмеда, выполнена по заказу Султана Ахмеда I. Также она является одним из главных символов города Стамбула. Также следует отметить, что второе название данной мечети как «Голубая мечеть». Так она называется лишь потому, что внутреннее убранство данной мечети выполнено в голубых тонах. Мечеть была построена по приказу турецкого султана Ахмеда I, который долгие годы не мог выиграть ни одной войны. Чтобы снискать милость Всевышнего, султан начал возводить главное сооружение всей своей жизни. Мечеть распахнула свои двери в 1616 году. При ее строительстве были использованы лучшие приемы византийского и классического османского архитектурных стилей. Особое внимание уделялось инженерным конструкциям. За уникальные по тем временам декоративные элементы главного архитектора, который руководил всеми работами, прозвали ювелиром. Познакомившись с красотой и величием Султана Ахмеда, спускаемся в район Иминюню, а именно к знаменитому египетскому базару, который также называется рынком специй. А сейчас позади меня египетский рынок, который был основан в 17 веке и который славится широким ассортиментом восточных специй и сладостей. Так получилось, что благодаря географическому положению Стамбул всегда был и остается одним из крупнейших центров мировой торговли. Совершенно невозможно представить себе современную Турцию без традиционных базаров и крупных портов. Один из старейших и исторических рынков города – Египетский базар. По размаху сравним разве что с Гранд-базаром Стамбула. Его история началась в далеком 1660 году, когда первоначально деревянный базар был возведен архитектором Казимом Ага, а основными торговцами были именно египтяне. Они продавали специи, прибывшие в Египет из Индии. Сегодня же на рынке разместились более 80 магазинов. Говорят, здесь есть то, чего больше в Стамбуле нигде не найти. Ассортимент специй, напитков, кофе, косметики, парфюмерии, лекарств и лечебных трав, сухофруктов и прочих товаров просто поражает. Пройдя по мосту через залив Золотой Рог, мы попадаем в район Каракёй. Здесь множество рыбных лавочек и ресторанов, а также одна из старейших кондитерских – Каракёй Гюлёглу, распахнувшая свои двери для посетителей в далеком 1820 году. Здесь можно попробовать лучшую пахлаву в городе. Также в этом районе расположено множество маленьких магазинов современных турецких дизайнеров. Также район известен и своей ночной жизнью. Здесь множество баров и вечеринок, являющихся центром притяжения турецкой молодежи. Стоит отметить, что несмотря на то, что государственная религия здесь ислам, Турция считается светским государством, провозгласившим свободу вероисповедания. Сами турки по своему образу жизни больше похожи на современных европейцев. Тактильные и общительные, они любят жить сегодняшним днем и уважают свободу взглядов окружающих. Чуть выше расположен исторический район Галатасарай. Здесь можно встретить объекты генуэзской архитектуры, множество уютных кофейн и традиционных турецких лавочек. Но главная точка притяжения этого квартала – безусловно, Галатская башня. Свой нынешний облик она приобрела в середине XIV века. Правда, называлась тогда иначе, дословно «Башня Христа». А ее сооружение было признано увековечить факт расширения генуэзских колоний Константинополя. Сегодня туристы могут подняться на башню, оттуда открывается захватывающий вид на город. Кварталы Галатасарай и Таксим соединяет одна из основных пешеходных улиц Стамбула – Истикляль, что в переводе с турецкого означает «независимость».
Оно было присвоено этой улице во времена Ататюрка, после открытия на площади Таксим памятника независимости Турции. Эта улица полна духа веселья и свободы. Здесь расположены магазины известных мировых брендов, торговые центры, кафе и рестораны, а также несколько посольств и консульств. Современные кальянные соседствуют с традиционными заведениями, где подают турецкий кофе и гадают на его гуще. В Турции принято пить кофе по-турецки. И, собственно, сейчас мы находимся в легендарном заведении, в котором можно не только насладиться ароматным кофе, но и профессиональный гадальщик может вам рассказать о вашей судьбе, если, конечно же, вы в это верите. Сделав последние глотки, нужно сделать именно вот так. Будем смотреть фал. Здесь никогда не бывает тихо. Это место стало площадкой для молодых уличных музыкантов, которые собирают на свои выступления толпы народа. На проспекте Независимости, как часто называют эту улицу местные жители, смешалась древность и современность. Храмы и старинные мечети мирно соседствуют с барами и ночными развлекательными заведениями. Местные жители считают, что это та самая точка, где сошлись Восток и Запад. Так, например, на этой улице расположена католическая церковь святого Антония Падуанского и православная церковь Святой Троицы. Это символ мира, согласия и взаимопонимания между народами и вероисповеданиями. Истекляль – улица исключительно для пешеходного перемещения. Единственное транспортное средство, которым здесь можно воспользоваться, это ретро-трамвайчик. Он ходит по узеньким одноколейным путям с 19 века и сейчас в основном обслуживает туристов. Если спуститься от площади Таксим вниз к проливу Босфор, то попадаешь на пристань Ортакёй, что в нескольких шагах от дворца Долмабахче. Роскошный дворец Долмабахче, построенный в нетипичном для Турции стиле барокко, был создан для того, чтобы посоперничать в помпезности с лучшими дворцами европейских правителей. Он строился по приказу султана Абдулмеджида I и был завершен в 1853 году. Последним жителем Долмабахче был отец турецкой нации Мустафа Кемаль Ататюрк. Здесь же он и скончался в 1938 году. Ныне ложа первого президента Турции – одна из главных достопримечательностей дворца. Непременно стоит увидеть и роскошный летний дворец Белербей, расположенный прямо на берегу Босфора. Он знаменит прежде всего своим вычурным фасадом в стиле необарокко. Особенная гордость комплекса – это его внутренние сады, пестрящие богатством растительности и разнообразием. Полюбовавшись роскошью дворца Долмабахче, самое время совершить морскую прогулку, большая часть которых начинается как раз отсюда, с пристани Ортакёй. Здесь открывается живописный вид на первый Босфорский мост, один из двух величественных мостов через пролив, и считается одним из самых красивых и длинных подвесных мостов в мире. Он был построен англичанами в 1973 году. Прогулка занимает от часа до нескольких часов, в зависимости от выбранного тура, и дает возможность с воды полюбоваться изумительными видами на этот древний, уникальный город. Стамбул – это не только город культурного наследия, но и турецкая гастрономическая столица. Туркам в определенной степени присущ культ еды, а каждая трапеза – это своеобразный ритуал. Сложно описать все богатство и разнообразие местной кухни. Турецкая кухня – совершенно особенное явление в мировой кулинарии. В ней встречаются довольно неожиданные для европейцев сочетания ингредиентов и блюд. С одной стороны, сложные и непривычные, с другой – не лишенные определенной изысканности. Эта близкая нам по ментальности кухня
славится своим разнообразием блюд, обилием свежих овощей, вкусных лепешек и отличного правильного мяса ягненка. Всевозможные виды пряных закусок мизе, овощные салаты, долма, блюда из булгура, наваристые пряные супы и, конечно же, все виды дюрюма и люля-кебаб. Все это настоящая турецкая еда. А ее изюминка – это, конечно, десерты – пахлава, пишмание и прочие сладости с медом и орехами. Турция также знаменита своими поварами. В настоящее время самый известный из них – Нусрет Гөкче, создавший сеть легендарных ресторанов Нусрет по всему миру. Нет времени объяснять. Скажу, что мы в Нусрете и сделаю... В общем, голодным ни один турист в Стамбуле не останется точно. Как и у многих крупных городов, у Стамбула есть свои небольшие города-спутники, куда проложена туристическая тропа. Одним из таких городов стала древняя Бурса, расположенная примерно в 150 километрах от Стамбула. Живописная дорога туда занимает около 2 часов, если не учитывать возможные пробки, а в Стамбуле они не редкость. Лучший способ добраться до Бурсы – это взять машину на прокат. Бурса. Первая столица Османской империи. Город, который просто необыкновенный и с незапамятных времен является колыбелью многих религий и культур. Совершенно великолепный зеленый город. Гордость Турции. Сегодня Бурса – это 4-й по размерам город в стране. Исторически он был знаменит своими персиками, каштанами и производством шелка. Современная же Бурса известна тем, что она стала родиной легендарного блюда искендер-кебаб, который сегодня подают в ресторанах по всей Турции. Одной из главных причин посещения города Бурса является блюдо искендер-кебаб. Именно в этом городе его придумали, а позади меня историческое заведение, в котором впервые его начали подавать. Первые упоминания о городе относятся ко второй половине IV века. Вплоть до XIV века он находился под управлением Византийской империи, а после был захвачен османскими завоевателями. А сейчас мы находимся на горе Улудак, высота которой 2500 метров над уровнем моря. Бурса очень интересна и привлекательна с туристической точки зрения, особенно среди любителей зимнего отдыха. Она находится в непосредственной близости от популярного горнолыжного курорта Улудак и отличается многообразием бесценных исторических памятников. Несмотря на размах города, для Бурсы характерен очень спокойный и размеренный ритм жизни. Это отличает ее от соседнего шумного Стамбула. Одним из главных исторических символов считается Большая мечеть, одна из самых ярких и значимых построек Османской империи. Исторический центр города привлекает туристов своими фасадами и традиционной архитектурой. Также неподалеку от Бурсы расположена старинная деревня Джумали-Кызык, где можно полюбоваться архитектурой около 250 домов, возраст которых составляет уже несколько столетий. Но несмотря на это, в них до сих пор продолжают жить люди. Вновь возвращаясь к Стамбулу, обязательно стоит вспомнить, что Стамбул – это город контрастов. И это не только связано с соседством ортодоксальных и свободолюбивых кварталов, но и с сочетанием архитектуры разных эпох. Стамбул также известен своими современными бизнес-центрами и жилыми комплексами, считающимися самыми роскошными и крупными в Европе. А вот и пример современной архитектуры в Стамбуле. Мост Халич, который был спроектирован архитектором Мимаром Синаном. Одна из главных визитных карточек современного Стамбула – это новый аэропорт, открытый в начале 2019 года. На сегодняшний день это самый крупный аэропорт в мире, с пассажиропотоком в 150 миллионов человек в год. Построенный в стиле современного турецкого дворца, он поражает своими масштабами и грандиозностью. Пассажирам рекомендуют приезжать в аэропорт не менее чем за 3 часа до вылета, чтобы успеть пройти все формальности и добраться до нужного выхода на посадку. На этом наше путешествие в самый величественный и исторический город Турции подходит к своему завершению.
Сказать, что Стамбул удивляет и ломает стереотипы, это не сказать ничего. В этом удивительном городе есть какая-то загадка и невероятная притягательность. Он навсегда остается глубоко в сердце и оставляет желание непременно возвращаться сюда вновь. Неудивительно, что он стал яблоком раздора сразу для нескольких цивилизаций. Особое уважение вызывает сохранность объектов мирового культурного наследия и то, как организовано посещение для приезжающих гостей. Стамбул – это действительно вечный город, который не прекращает свой рост и развитие ни на минуту. И уверен, он заслуживает той славы и интереса, который к нему проявляют во всем мире.